В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Дополнительную технику направили в Усть-Майский район на тушение пожаров. Россия сегодня отмечает День государственного флага. Якутяне присоединились к празднованию. Якутские спортсмены выиграли на чемпионате страны по масс-рестлингу. Прямо сейчас глава Якутии Айсен Николаев и первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян проводят ежедневный вечерний оперштаб Якутии в режиме ВКС с участием оперативных служб и глав районов республики. На 17 часов ликвидировано 8 лесных пожаров на площади 424 510 гектаров в 7 районах республики. Локализовано 17 пожаров на площади 713 813 гектаров на территории 9 районов и одной особо охраняемой природной территории. В Усть-Майском районе усиливается группировка по тушению пожаров. Так, сегодня утром туда на вертолете отправлен трактор «Якутлесресурс». Всего по инициативе республиканского оперштаба было отправлено 2 трактора, один из которых направлен наземным путем, а другой при помощи вертолета Ми-26. В Усть-Майском районе продолжают действовать 13 природных пожаров на общей площади свыше 107 тысяч гектаров. Там установились неблагоприятные погодные условия, что осложняет работы по тушению. Также, по словам заместителя генерального директора «Якутлесресурс», в настоящее время решается вопрос по отправке дополнительных тракторов в другие районы республики. Было решено вести трактора в Усть-Майский район, потому что там обстановка не очень пока не хорошая. Один по наземным путем уже где-то в сторону Ванги находится, он будет уже в Усть-Мае. Ага, и вот еще один ДТ-75 отправляем тоже в Усть-Мае по Ми-26. Перейдем к эпидобстановке в регионе. 145 случаев коронавирусной инфекции зафиксировали за сутки. В Якутске 83 заболевших, в Мирнинском районе 12. По 7 случаев выявлено в Нерюнгринском и Сунтарском районах, по 6 в Вилюйском и Мегино-Кангаласском. Также в Алданском и Чурапчинском районах заболели коронавирусом по 4 человека, а в Амгинском и Намском по 3. В Кобяйском, Нюрбинском, Усть-Алданском выявлены по 2 случая и по 1 в Верхневилюйском, Ленском, Алекминском и Татинском районах. За сутки лабораториями Якутии проведено 3706 исследований. Общегородская уборка территории может пройти в августе, в сентябре. Такое поручение дал глава Якутии Айсен Николаев мэру города Евгению Григорьеву в ходе осмотра благоустройства дворовых территорий. Как отметил руководитель региона, в столице стало много несанкционированных маленьких свалок. Строительного мусора на улицах, есть определенная неухоженность. Проект якутян по борьбе с пластиковыми отходами претендует на премию National Geographic Россия в рамках акции «Я берегу планету». Проект «Ксенос» основали 3 жителей Якутска. Они изучают биоразложение пластиковых отходов с помощью насекомых. Для этого специалисты разработали метод массового культивирования насекомых-пластикоедов, исследовали биохимический состав личинок и их продуктов метаболизма. По заявлению исследователей, одна из важных задач – изучение бактерий в кишечнике и секвенирование их генома, так как процесс биоразложения пластиковых отходов напрямую зависит от бактерий. Проект номинирован в категории «Реальное действие», где представлены люди, которые самостоятельно организовали общественно полезное дело в поддержку экологии. В эти дни в Якутске проходит 6-й форум молодых педагогов «Долина-2028». Мероприятие стартовало накануне и собрало 46 педагогов из более чем 20 районов республики. В рамках форума прошли мастер-классы, форсайт-сессии, лекции и панельная дискуссия. Экспертное сообщество представили педагоги Приморского и Магаданского краев, а также министр образования республики Михаил Сивцев. При этом форум прошел в гибридном формате, как онлайн, так и офлайн, с соблюдением всех санитарных норм. В течение 2 рабочих дней, 21 и 22 августа, мы должны разработать, получается,
механизмы работы с молодыми педагогами, дорожную карту и механизмы достижения, получается, таких целей, как внедрение цифрового образования в Республике Саха-Якутия. День флага Российской Федерации отмечают сегодня. Ровно 30 лет назад, в 1991 году, трехцветный стяг был признан официальным символом новой России и торжественно поднят в столице нашей Родины, став ярким атрибутом эпохи перемен. Флаг сопровождает нас во всех значимых событиях и напоминает славные исторические страницы российской державы. Со знаменательной датой поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что Якутия со времен освоения Сибири и Дальнего Востока вносит свою достойную лепту в устойчивое развитие страны. Сегодня по всей республике прошли мероприятия, посвященные празднику. Это выставки, викторины, раздача ленточек. В нескольких микрорайонах Якутска прошла акция «Поем двором». Молодежь республики приняла участие в патриотической акции поднятия флага. От имени молодежи и молодежного совета Вилюйского района сердечно поздравляем вас с Днем государственного флага Российской Федерации. Наш флаг олицетворяет суверенитет нашей страны и отражает славной многовековой истории России, наполненной страницами мужества и героизма во времена тяжелых испытаний и великих свершений. Пусть этот светлый праздник станет символом благополучного будущего, добавит уверенности в завтрашнем дне и придаст сил для новых свершений. От имени вилюйских спортсменов поздравляем с Днем флага России. Желаем мирного неба и светлой надежды. Желаем веры и верности себе, своим близким и своей родине. Желаем крепких сил и доброй памяти о пролитой крови за отчизну. Пусть гордо развивается флаг России на ветру, пусть и вам по жизни сопутствует удача. Всех граждан нашей страны поздравляю с Днем флага России. Желаю, чтобы вашу жизнь украшали только яркие полосы везения, успешности, надежды и мечты. Пусть судьба каждого словно флаг взлетает вверх, принося в вашу жизнь ощущение воздушности и независимости. В Чурапчинском Улусе найден бивень мамонта. Житель села Хатылы Семен Дорогунов рассказал, что увидел что-то белое на месте обрушения берега озера. Из любопытства при внимательном рассмотрении он разглядел бивень мамонта. Свою находку в 2,5 метра длиной и весом в 70 килограмм Дорогунов намерен сдать в местный музей. Отметим, что ранее на территории этого аласа житель Улуса Геннадий Говоров находил останки древнего быка, кости которых намного превышают современных. Предлагаем вашему вниманию брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Сергей Гаврилевич, здравствуйте. О текущей ситуации с лесными пожарами. Добрый день. У нас на территории республики на сегодня действует 56 лесных пожаров. Из них ведется тушение 32 лесных пожаров. На сегодняшний день у нас локализовано 17 пожаров и ликвидировано 8 пожаров. Новых пожаров у нас нет на этот день. Работает людей на тушение лесных пожаров всего 2417 человек и 349 единиц техники. Это у нас в 13 районах республики. На сегодня угроз населенным пунктам и объектам экономики на территории республики отсутствует. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы идем далее. В Чульманском детском доме «Центре Вектор» появился автобус для перевозки детей. Сюжет Екатерины Павловой.
В Чульманском центре «Вектор» на сегодняшний день 34 воспитанника. Все они школьники. До настоящего момента ребятам приходилось пользоваться автобусом школы номер 7, чтобы попасть на уроки. Наличие своего транспорта было острой необходимостью для учреждения. В нашем учреждении получается как глоток свежего воздуха данный автобус. Мы очень нуждались в этом автобусе и искренне и признательны руководству управляющей компании «Колмар», которые не остались равнодушными к нашей просьбе, к нашей проблеме, и которые пошли навстречу и подарили нашему центру «Вектор» детство. Для ребят из центра «Вектор» новый автобус – это безопасность и комфорт на пути к месту учебы, а также новые возможности для получения дополнительного образования и проведения досуга. Чтобы действительно дети могли передвигаться комфортно не только внутри района, но и если надо на дальние расстояния, чтобы это было безопасно, надежно. Поэтому приняли решение непосредственно в компании «Колмар». Уже предложили детскому дому именно эту машину. Заказали на заводе. Ну вот, слава богу, оперативно к зиме как раз привезли. Сейчас с наступлением морозов детки будут передвигаться уже на комфортном автобусе. Очень важно, что дети центра «Вектор» сегодня знают, что есть люди, которым не все равно, в каких условиях они живут. Кроме новенького автобуса, в этом году также благодаря местным предпринимателям, открытого акционерного общества РЖД, компании «Эльга Уголь» в учреждении проходят ремонтные работы, которые должны завершиться к 1 октября текущего года. Тогда воспитанники будут жить в отремонтированных комнатах с новой мебелью. И, конечно, у них появится больше поводов улыбаться. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Якутяне стали абсолютными чемпионами России по масс-рестлингу. Состязания прошли в Поронайске Сахалинской области. Супертяж Сергей Фролкин из Тампонского района победил в схватке за золото самого титулованного масс-рестлера Виктора Калибабчука со счетом 2-0. А среди женщин абсолютной победительницей стала Татьяна Баишева, одолевшая Светлану Тихонову из Свердловской области с результатом 2-0. Также 3-е место в турнире занял Артем Ветров из Якутска. До 1 сентября осталось несколько дней, и родители активно готовят детей к новому учебному году. Сколько стоит собрать ребенка в школу, расскажет Полина Долинская. Не одно поколение знают песню «Учат в школе». И хотя Ольга Казанова уже давно не сидит за партой, 1 сентября по-прежнему вызывает у нее трогательные воспоминания о тех школьных годах. Тетради, ранцы, буквари, прилавки пестрят разнообразием товаров и цен. Например, когда старшего собирала сына, тогда были, конечно, цены на порядок дешевле, но по финансам было дороже, потому что зарплата меньше была, да? Сейчас зарплата больше стала, но двое теперь стало собирать чуть-чуть труднее. Как и Ольга, многие родители каждый год задаются наболевшим вопросом: как собрать ребенка в школу и не разориться? Для нового учебного года каждый родитель приобретает канцелярские принадлежности, школьную форму и сменную обувь, спортивный костюм и обувь для спорта, рабочие тетради по предметам, а иногда и учебники. И так получается. Траты на ученика с 1 по 4 классы обойдутся родителям около 15 тысяч рублей, в то время как на старшеклассника придется потратить почти 20 тысяч. На помощь приходят школьные ярмарки. Место, где можно приобрести все и сразу. Школьная ярмарка уже проходит 21 год. На Комсомольской площади она с 2009 года. Вот в таком большом масштабе проходит. Люди знают, что здесь можно приобрести сразу все в одном месте. Любой размер, любой фасон, рост, вес и так далее. Помимо этого, каждый год предприниматели протягивают руку помощи многодетным, малоимущим семьям, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Организаторы школьной ярмарки в этом году создали все условия для детей и их родителей. У нас уже 12-й год проходит акция «Собери ребенка в школу». Это предприниматели собирают детей, многодетных, малоимущих семей от комитета по делам несовершеннолетних, от мэрии. Нам поступают заявки,
И мы индивидуально по размерчику и по костюмчику каждого от ребенка, от обуви до ранца собираем. До сентября остались считанные дни. Родители ответственно готовят детей в школу. Но из года в год цены на школьные товары растут, что не может не беспокоить родителей. Однако 1 сентября – это главный праздник для каждого ученика. Поэтому родные делают все, чтобы 1 сентября было радостным и счастливым моментом. Полина Долинская, Артем Алексеев, Якутск. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в эфире.